Ассаляму алейкум, дорогие друзья! 8 ноября Ради Хабиров провел заседание Совета Республики Башкортостан по межнациональным отношениям, где Ради Хабиров заявил о том, что Башкортостан является примером среди других регионов по сохранению межнациональных отношений, мира и согласия, а также по сохранению родного языка. Также он подметил, что Башкортостан подвергается информационной атаке, что телеграм-каналы пытаются разрушить межнациональное согласие, вызывая радикальные взгляды у населения, распространяя пропаганду в пользу Украины. Также продолжаются попытки подорвать религиозную ситуацию в республике, а также риски вербовки мигрантов для террористических актов. После его заявления, по примеру Дагестана, были закрыты многие башкирские оппозиционные каналы, телеграм-каналы, такие как Куштау онлайн, хотя как раз таки Куштау онлайн боролся за Шихана Башкортостана, выходил против разработки Шихана в подсоду, кстати, предприятиями Хабирова, который является главой республики. И, конечно же, на сегодняшний день назревает очень большой вопрос, и это является резонансом, так как глава республики, тот, кто сам разграбляет страну, участвует в разграблении страны, заявляет о том, что Башкортостан подвергается каким-то либо атакам. Также нужно подметить, что Хабиров говорил, что Республика Башкортостан занимает одно из первых мест по сохранению родного языка, что является полной ложью, так как башкирский язык сегодня является на грани уничтожения, точнее исчезновения. С такими темпами башкирский язык может исчезнуть уже через 30 лет. Так как нету никакой научной литературы на башкирском языке, законов, обучения в учебных заведениях, также предприятий, все ведется в Республике Башкортостан, все ведется на русском языке. То бишь язык остается лишь на кухонном уровне. То бишь башкирский язык отделен от большей части деятельности народа, то есть это уже не считается и деловым языком. И этот язык мы можем применять только, к сожалению, дома. И, конечно же, является полным абсурдом заявлять о том, что Башкортостан занимает одни из первых мест по сохранению языка. Также назревает вопрос, кто является зачинщиком уничтожения идентичности башкирского народа. Также гонение мусульман, так как он заявлял о том, что есть риск вербовки мигрантов для террористических актов. Как раз таки такие заявления являются предпосылком для многих людей, для народа о том, что мы прекрасно знаем, кто организовывает эти террористические акты, и также якобы предотвращаются эти террористические акты, где впоследствии страдают ни в чем не повинные мусульмане, которые не совершали тех действий. И таким образом республика и также власть России сохраняет такую угрозу извне, дабы устрашить народ и показать, что они являются защитниками, хотя сами же создают эту угрозу. Что же говоря о Украине, то, конечно же, сегодня малые народы России достаточно страдают от этой войны, так как бюджет Республики Башкортостан уменьшается за счет этой войны. Население, мужское население, каждый день мы видим новости о том, что постоянно в Башкортостан приходит груз-200. Конечно же, о чем вообще идет речь? Как можно лицемерно говорить о сохранении Башкортостана, если ты, Хабиров, изначально участвуешь в уничтожении Башкортостана, в разграблении, в уничтожении населения, организовывая различные добровольческие батальоны, еще подменяя историю, используя имена Салавата Юлаева, подобных, которые никакое отношение к политике России не имеют. Они всегда были против царской России.
Также нельзя обходить стороной ситуацию с Telegram, так как всем было известно, что Telegram это свободный мессенджер, что там есть какая-то свобода мнения, конфиденциальность и так далее. Также Дуров заявлял о том, что он имеет карибский паспорт, хотел показать этим, что он не имеет какую-то либо принадлежность к какой-либо стране, что он постоянно летает из страны в страну, чтобы не попасть под влияние какой-либо из стран. Но сегодня этот миф развеивается, так как мы видим, что ФСБ полностью влияет на свободу слова и мнения, и конфиденциальности в Telegram, так как после событий в Дагестане начались блокироваться многие оппозиционные каналы, исламские каналы, также блокируются на сегодняшний день оппозиционные каналы в Башкортостане. Конечно же, эти события с блокировками телеграм-каналов должны послужить для нас посылом, так как сегодня не только Telegram, до этого и другие соцсети и мессенджеры подвергались посты блокировкам, да? Мы должны понимать, что сегодня инструментов для донесения достоверной информации до населения становится все меньше и меньше. И, конечно же, с нашей стороны мы должны обдумать и предпринимать какие-то действия.